Мои дорогие, добрый день. Дарья Михайловна, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Вначале я хочу поблагодарить всех моих подписчиков, друзья, вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши пожелания, за ваше участие, за вашу благодарность мне и моей семье после ролика, в которых я встречала своих гостей. Огромное-огромное вам спасибо. И хочу сказать огромное спасибо подписчикам, которые пришли вчера и сегодня пришли от Хадижи. Большое вам спасибо и добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, вам понравится, вы останетесь со мной, вы подпишитесь, если еще не подписали, будете комментировать, будете лайкать, будете смотреть, и вам у меня будет интересно. Ну вот так, друзья. И вчера тоже, когда я снимала ролик на эмоциях, я все-таки не успела сказать все, что хотела. Хотелось, конечно, многое, сейчас хочу многое сказать, но получается, что я слишком много говорю, и вам это, я боюсь, что это надоест. Я снимаю второй дубль этого как бы обращения, потому что говорила и насняла столько, что было слишком много. Поэтому хочу немножко покороче вам сказать, признаюсь вам, что вот так как-то. Короче, друзья, я действительно безмерно благодарна Хадиже, которая была у меня в гостях, которая приняла мое приглашение, действительно проявила это уважение ко мне. Если бы она не уважала меня, если бы она не считала нужным, что я должна прийти ко мне, она, конечно, бы не приехала, я ей, по идее, и не нужна. Я блогер, который начинала с ее подачи, канал у меня начался с ее легкой руки, поэтому это, по идее, ни мне не реклама, ни ей не реклама. Лично я об этом даже и не думала. Просто мне очень хотелось их увидеть, мне очень хотелось увидеть именно Хадижу. Как-то мне еще Хадижа раньше списала, ну там по своим делам, она должна была приехать в Ингушетию, конечно, собиралась ко мне заехать, я тогда тоже была очень рада, что она ко мне заедет, но эта поездка у нее не получилась, и поэтому мне очень хотелось с ней познакомиться поближе. А так как Хадижа у нас легка на подъем, ей приехать легче, чем мне поехать туда. Вот так вот, друзья. И вчера я просто не додумалась даже, уже когда ролик запустила, мне Мадина и Ибрагим говорят: мама, ты же не сказала, чтобы люди подписывались на их каналы. Я говорю: да Хадижа, в принципе, от меня уже и смешно рекламировать Хадижу. Но про Наташу скажу, действительно, друзья. Я ссылочки, конечно, вчера оставила и Хадишкины, и Наташкины, но все-таки не сказала об этом в ролике, поэтому хочу сказать, друзья, у Наташи молодой канал, и еще мало подписчиков, мало просмотров. Все-таки зайдите на ее канал, если вам не трудно. На ее канале будет интересно, потому что у нее на канале и так интересно. Наташа очень хороший человек. Дело в том, что они с Дмитрием продали свою квартиру и переезжают жить в деревню, купили дом в деревне и собираются разводить коров, разводить овец, коз, кур, перепелок, все. Ну, куры, перепелки у них были на даче, сажать огород. Ну, действительно, мы с Хадижей вчера ей говорили, почему она очень мало снимает, как, может быть, если зайдете, увидите, что она снимает там неделю один раз, 2 недели один раз. Мы ее вчера хорошенечко поругали обе, потому что, чтобы она снимала более чаще, чтобы, ну, а Наташа говорит: ну что такое, не будет, почему не будет интересно? Действительно, человек начинает все с нуля, это должно быть интересно. Вот мы ей рекомендовали, чтобы она показывала, как у нее будет идти стройка, как она будет обустраивать дом, как у нее будет начинаться все это хозяйство. Если вам интересно, зайдите, пожалуйста, подпишитесь на ее канал, поддержите ее. Мы надеемся, что вы подпишитесь, и мы будем ее поддерживать ее в начинаниях. И действительно, если ей нужны будут какие-то советы и по огороду, и по скотине, и по козам, потому что она действительно начинает это с нуля. Кур и перепелок, как сказала, она имеет, а вот остальное хозяйство у нее начинается с нуля. И, может быть, у нее будут какие-то вопросы, и мы будем помогать ей поднимать это все. Вот она загорелась этим, у нее есть огромное желание заниматься этим, жить
на селе, жить на чистом воздухе. Зайдите к ней на канал, я еще раз оставлю ссылку в описании и закреплю в комментариях. Также ссылку Хадижи еще раз поставлю. Хотя это, конечно, смешно ставить Хадижину ссылку у меня на канале. У Хадижи столько подписчиков уже. Она у нас, вроде бы она намного младше меня, но я вот чувствую себя маленьким ребенком перед ней. Еще раз повторюсь, многие девчонки, блогеры меня спрашивают, а какая Хадижа вот действительно в реальности, не на канале, не на WhatsApp, а вот именно в реальности. Действительно, здесь, друзья, в реальности это человек, который вот, ну, вот тепло от нее идет и все. Вот, ну вот как будто бы я 100 лет ее знала, как будто вот мы только вчера расстались. И она на своем канале сказала обо мне, что вот я ехала, как будто бы просто вот еду к себе. Вот было действительно такое впечатление, что вот, ну мы буквально вот вчера виделись, сегодня она пришла обратно. Вот такая обстановка вот именно с ней. Но Таша, правда, немножко себя чувствовала скованно, конечно, просто для нее это было еще странновато все. А Хадижа, ну это вот просто простой человек, обычный, даже необычный, не то что не необычный, а необычный, хороший, теплый, такой позитивный человек, действительно. Я благодарна Хадиже за то, что я ее узнала и так, и узнала теперь ее поближе. И я надеюсь, наше знакомство, конечно, на этом не закончится. И я не говорю, что мы прямо будем каждый раз бегать друг к другу в гости, но все равно когда-то, как-то мы будем встречаться. Жизнь продолжается, и неизвестно, что будет завтра. И огромное-огромное ей спасибо. С ее подачи, с ее реклам, с ее конкурсов, с ее, как бы сказать, советов начался мой канал, началась моя новая жизнь, началось мое знакомство с вами, с миром. Получается, это весь мир. У меня теперь в знакомствах весь мир. Я этим хвастаюсь, я об этом говорю, что у меня знакомых, что у меня подписчиков, что у меня людей, друзей уже, не просто знакомых, а друзей, с которыми я общаюсь. Общаюсь тесно. С Америки, с Германии, с Казахстана, подписчики, блогеры, с Франции, Россия практически вся. Мне очень-очень это приятно. Вчера ко мне вышла в WhatsApp с Дагестана, дагестанка, тоже взрослая женщина, попросилась, не то, что попросилась, а спросила, можно ли, мне бы очень хотелось с вами общаться в личке. Смотрю с всей семьей ваши влоги, жду каждое утро, каждый день, жду, что вы выпустите новый ролик. Друзья, действительно, это очень приятно, очень. Я не скажу, что блогерство это легкий труд, конечно. Я не думала, что это труд. Когда я начинала, мне казалось, это просто вот, выкладывать буду то, что у меня там произошло сегодня, выложила и выложила. Но оказалось, что это огромный труд. Действительно, друзья, что все-таки и ответственность большая, и труд большой, и время отнимает много, но по-любому это хочется делать, хочется снимать, хочется монтировать, хочется выкладывать, хочется вам говорить. Вот как будто бы вот каждый день хочется сделать какой-то отчет вам. Вот это вот произошло у меня сегодня. Хотя бы кусок моего дня показать. Вот это желание какое-то, вот я вот немножко хочу вам объяснить, показать желание вам, хочу показать вам, вот что же я сегодня сделала, что я успела сделать, что я не успела сделать, о чем там я подумала, о чем я мечтала, о чем вот такие вот мысли, чтобы вам передать. И, друзья, действительно, сказав слово «мечту», тоже я вспомнила сегодня, действительно, сегодня общаюсь со своей подругой, блогером тоже, берегиней своего очага, Ириной. Она мне, мы с ней тоже общаемся, и что-то мы с ней разговорились, а вот она тоже говорит о моих гостях, как бы она хотела побывать в гостях у меня, как бы она желала, чтобы я к ней в гости приехала. Она живет в Алмате, об этом у нас разговор, и я знаю, и мы как-то вот недавно, а давно, месяца 2-3 тому назад о чем-то поговорили, и я ей говорила, что я бы хотела вот приобрести еще там коров, приобрести там птицу, такую, как бы, дорогую птицу,
заниматься этим. И она мне тогда сказала: Лейла, о чем ты мечтаешь? Какие коровы? Какие породистые куры? Ты бы лучше мечтала куда-то поехать, что-то сделать, это самое. А я ей тогда еще ответила, я говорю: Ира, ну это нереально, что у меня не получится никуда не поехать. Конечно бы я хотела, я говорю, тогда поехать хоть куда, но это, скорее всего, нереально. Я просто думаю более о реальном, потому что там купить корову, там купить породистую птицу, по-любому я смогу, если даже куплю породистых маленьких цыплят, то куры появятся сами по себе. А поехать куда-то, полететь куда-то, отдыхать, знакомиться куда-то далеко, я говорю, это нереально, у меня никогда в жизни не получится. Но сегодня с ней поговорили, я говорю: Ира, ты знаешь, действительно, я уже мечтаю, действительно, вот после того, как побывала у меня Хадижа с Наташей, но почему бы нет? Вот действительно, почему бы нет в год один раз хотя бы куда-то поехать и немножко отдохнуть. Ну, буквально 2-3 дня к кому-то знакомому, или к блогеру поехать, или поехать к подписчицам, которые действительно были бы очень рады меня принять, и я бы хоть что-то увидела. Теперь действительно у меня такая мечта. Я хочу куда-то поехать. Вот действительно поехать хотя бы в год один раз. Я себе дала такое слово, что все-таки у меня идет какая-то зарплата с Ютуба. Когда я начинала, я не думала, что я буду зарабатывать. У меня даже в мыслях этого не было. Но раз я сейчас работаю, эта работа уже получается, потому что я получаю за это какие-то деньги. Не скажу, что пока я получаю какие-то большие деньги, но тем не менее я их получаю. И я говорю своей дочке Мадине: Мадина, я говорю, я буду откладывать хоть какую-то сумму с каждой зарплаты, но хоть куда-то, может быть, недалеко. Но поеду к какому-то знакомому, поеду, может быть, отдохну на море. Действительно, уже буду желать не огородов, не коров, не птицу какую-то, а действительно взять и отдохнуть себе и видеть что-то. Потому что в этой жизни, кроме хозяйства, кроме огородов, кроме того, что надо, кроме работы, в принципе, я так ничего и не увидела. А мне уже 54 года. Вот такое желание у меня сейчас появилось, как и у Юльки с Юлькиных мечты. Вот такая у меня сейчас вроде бы тоже мечта. Так что будем идти к моей мечте. И скажите мне, стоит ли мне это делать, стоит ли мне это поехать. Хотя я уже знаю, что вы мне скажете, что стоит. Так что, друзья, будем с вами копить денежку. И на следующий год куда-нибудь поедем. К одной из моих подруг, не знаю какой, какая меня пригласит, конечно. Одна меня уже пригласила, Ира в Алмату меня зовет. Посмотрим, может быть, с Иры и начнем. Вот для Иры будет сюрприз. Вот так вот, друзья. И сейчас немножечко быстренько скажу, что сегодня мне немножко не здоровилось с утра, если честно. У нас сегодня у 3 родственников свадьба. И я не смогла поехать пока. На 2 свадьбы послала сыновей. А 3-я свадьба у нас тут же в селе. В то воскресенье, по-моему, вот у меня была немножко снята свадьба без невесты. Девочка уже вышла замуж. Мы не успели к этому времени. Сейчас у этого же двоюродного брата моего мужа свадьба. В то воскресенье выходила замуж дочка. А в это сегодня выходит, говорю, а в это воскресенье, вот сегодня, женится его внук. Представляете? И уже 1 час мои заловки мне позвонили, говорят: ну, в село-то ты сможешь поехать. Ладно, говорит, мы простились, что ты с нами не поехала в эти свадьбы, потому что одна свадьба аж в Дачном, это Северная Осетия считается, а другая свадьба в Инарках, это тоже в сторону Малгобека, тоже далеко. Обе свадьбы были далеко, я бы эту дорогу просто не перенесла бы, я у них отпросилась. Обычно мы заловками собираемся вместе, и все вместе едем то на свадьбы, то на похороны. Мы никогда врозь никуда не ездим, мы все время собираемся и все время едем вместе. И все-таки они меня сегодня мне звонят, мы говорят: уже выехали, пожалуйста, приготовься, оденься, мы там долго не задержимся, посидишь немножко, выйдешь, тебе станет лучше. Так что вот я уже оделась, сижу, их жду. И думаю, давай-ка я запишу немножко для вас то, что я вчера не сказала, и вставлю это в ролик сегодняшний. И если немножко сниму невесту, покажу вам невесту, потому что тут уже свадьба, она уже по-любому здесь. Хотя я уже слышала, они не очень далеко от нас живут, уже слышала и автоматные очереди, что невеста приехала, стреляли.
Так что, друзья, вот так вот. И у меня есть немножко, знаете, отснятый материал, где Танзила снимает, как готовимся мы к гостям. Вам нравится, что показывает Танзила, что она готовит, поэтому все-таки этот отснятый материал я тоже поставлю в этот ролик. И свадьбу, сколько, я не знаю, сколько я там сниму, но много снимать, наверное, не буду, потому что тоже уже, наверное, почти все там разошлись, потому что, как я сказала, первый час. Вот, и, ну, и в этом же ролике будет распаковка василька, друзья, потому что действительно это сотрудничество, это реклама, я покажу, что они мне прислали. А качество этих вещей действительно нормальное, хорошее, мне понравились и в тот раз, и вот эти вещи, которые сейчас присланы, потому что я распаковку делала еще вчера, снимала, мне понравились вещи, уже в футболках ходят мои сыновья, качество хорошее, так что, друзья, вот так вот. Ну все, больше не буду затягивать, потому что я слишком... Если я сяду и начинаю вот такие вот разговорные ролики, мне хочется с вами говорить и говорить, хоть и нет ответа. Если бы мне еще и отвечали, было бы очень хорошо. Мне очень хотелось сделать прямой эфир, но пока не получается. Мне еще не привезли ноутбук, Мадина должна привезти мне его. Как только привезут ноутбук, я думаю, все-таки мы немножко и сделаем прямые эфиры. Вот так вот, друзья. Я надеюсь, я вам еще не надоела. Еще раз вам всем огромное спасибо. Еще раз добро пожаловать моим новым подписчикам. Ну вот, как-то так, друзья, сегодня у нас. Так, и, друзья, у меня сегодня пришла еще одна посылка от Василька. Мой заказ. И сейчас будем смотреть, что у меня тут. Мне очень понравился тот заказ, который я делала раньше, поэтому заказала еще. Здесь заказы Ибрагима, поэтому он так и хочет, чтобы я быстрее распаковала. Посмотрим. Мне качество вещей понравилось в тот раз, что полотенце, что постельное белье, что детское. Мадина детская тоже говорит, что очень хорошее было. Сейчас посмотрим. Тут внучка моя, все время ей посылки присылают, она так и хочет, чтобы ей тоже что-то было. Так, ну давайте начнем с детских, наверное, чтобы она... Или это не детская? Сейчас. Так, да, это я заказывала в подарок, правда, но посмотрим. Вот такое вот платьице, качество очень хорошее, прям цвет такой яркий, швы, видите, все прекрасно, очень качественно. Вот такая красота. Да, Мишка? Я ее заказывала в подарок, но посмотрим. А? Ну, это на 4 года я поэтому племяннице заказывала. Вот такие вот шортики. На этой шортики я заказывала Ришки. Хоси? Вот такие шортики. Очень тоже качественные, девочки, красивые. Смотрите. Самое главное, все очень красиво сделано. Четко, чисто, без всяких шов. Этот костюмчик тоже я заказывала племяннику моего мужа в подарок. Так как у меня столько племянников родилось, что с моей стороны, что со стороны мужа, что я должна дарить что-то. И мне в тот раз качество понравилось, и действительно качество очень хорошее. Нет, я их в стиральной машине стирала, рисунки вообще. Очень хорошее качество. Легкие, тонкие такие, как раз на лето. Бриджи такие, шорты бриджи. Вот. Так что заказывайте, не пожалейте. А где? Мне же надо цены говорить, чтобы вы заказывали, да? Так, значит, платьице вот это вот желтенькое стоит 438 рублей. Ну, действительно, качество очень хорошее, смотри.
Так, шорты для девочки сиреневого цвета 132 рубля. Значит, комплект для мальчика на 3 годика стоит 490 рублей. Вот подарочек. Да, подарочную упаковку я куплю себе и все. Так, дальше. Вот. Полотенце, значит. Так, полотенце. Бирюза. Вот полотенце махровое Узбекистан бирюза 70 на 140 стоит 280 рублей. Дело в том, что у меня уже все полотенца, все старенькое, поэтому я заказала себе еще полотенце. Вот. Тоже качество мне нравится, мягкое. Нет, подожди. Это, наверное, не то. Так, значит, друзья, я чуть-чуть ошиблась. Светло-зеленый. Вот это полотенце, которое размера 50 на 90, стоит 132 рубля. Тоже очень качественное, хорошее. Оно так, для лица, для рук. И банное за 288 рублей. Тоже очень красивое, мягкое, самое главное, и натуральное. Так, тоже небольшие деньги за такие вот полотенца. Так, теперь вот уже бирюза и розовый. Так, значит, бирюза стоит тоже вот 70 на 140, 288 рублей. Цвета красивые, насыщенные, как видите. Вот такое банное полотенце. Теперь. Так, розовое. Ну, то же самое. Оно тоже стоит 280 рублей, тоже 70 на 140. Вот такое банное полотенце. В тот раз я заказывала такое же розовое для лица, поэтому заказала это, чтобы они были у меня в комплекте. Вот таких вот полотенца. Так, также постельное белье, полуторка. Полисатин 1678 рублей. Тут две наволочки 70 на 70. Политекс сатин домашний, друзья. Вот такой вот комплект. Как я говорила, мне понравилось и те комплекты. Но сейчас просто захотела посмотреть, какого качества будет сатин. В тот раз я заказывала поплин. Тоже качество мне очень нравится. Цвет красивый. Вот как раз я заказала для мальчиков. Вот такие вот наволочки две. Такая вот простыня. Все тоже очень красиво, четко, все швы, все сделано красиво. И явно видно, что не будет никаких катышков, ничего. Качество хорошее. И вот такой вот пододеяльник. Он не на молнии, он такой. Так, и как я сказала, он стоит 1678 рублей, друзья. Так что заказывайте. Хоть и говорят многие, что надоел этот Василек, что разные разговоры идут, но мне понравилось, не знаю кому как. Так что я вам рекомендую. Так, заказывала вот такие вот две прихватки для дочери. Она их очень хотела. Вот. Сейчас посмотрим, сколько они у нас стоили. Я уже, если честно, не помню цену. Прихватка варежка стоит 45 рублей одна. Вот, две варежки. Держи. Это тети. Так, и сейчас заказы Ибрагима, значит. Светло-зеленый.
Майка мужская Адам черный. А, вот, да? Это же это получается майка, да. 254 рубля стоит эта майка. Качество очень хорошее. Прям, ну, чувствуется, что трикотаж действительно очень хороший. Смотри. Так. Футболка мужская Макс Индиго. Вот она. Она стоит 386 рублей. Тоже сразу видно, что трикотаж очень мягкий и хороший. Оверлок очень красиво, хорошо сделан. С карманом. Легкий. Вернее, легкая футболка на лето. Вот. Тоже. Так, футболка Алекс. Получается вот это. Тоже качество такое же хорошее. Это более такая веселенькая. Как бы. Музыка. Как раз и брашка у нас немножко меломан. Расулу можно отдать. Она наверняка будет. Рассолу мы закажем еще раз. Мне понравились, они им тоже понравились. Вот они сейчас выберут, и мы еще закажем. Так, это уже полотенце для тебя. Это твое, да. Это я заказывала для Занзилы. А? Нет, это кухонные полотенца. Она хотела, чтобы я ей заказала кухонные полотенца и прихваточки. Я их ей заказала. Она, правда, еще потом прислала, что ей нужна ночная рубашка, но уже у меня был заказ сделан, было поздно. Вот такое вот полотенчико кухонное. С Эйфелевой башней. Так, полотенце полулен. Стоит 89 рублей. 3 полотенца таких. Так. 89 рублей. Я уже сказала, все. 89 рублей каждое полотенце стоит. Вот такое. Довольно нравится? Так, ну вот, друзья. Вот такие вот покупочки у меня сегодня от любимого Василька. Заказывайте, действительно. Качество отменное. Заказ приходит довольно-таки быстро. И все реально и недорогое, и качественное. Так что заказывайте. Ссылку на наш любимый Василек я оставлю в описании, закреплю в комментариях. И ссылку в Инстаграме еще. Мой Инстаграм тоже будет в описании. Так, сейчас я буду делать мясные корзинки. Фарш я уже приготовила. На килограмм фарша, даже не килограмм, по 700 грамм мясного фарша добавляем где-то 200 грамм куриного фарша. 1 лук, 2 столовые ложки панировочные сухари, 1 яйцо, соль, перец по вкусу. Вот. И подготавливаем начинку для корзинок. Здесь поджарка, морковка, лук и болгарский перец, майонез и сыр. Вот теперь будем формировать корзиночку. Покажу. Руки должны быть мокрые, чтобы она красиво сформировалась. Получается такая корзиночка. И туда внутри начиночку. Вот. Получается вот такая корзиночка. Так. Сверху сыр. И майонез.
Можно сделать также и наоборот. Майонез снизу, сверху сыр. И теперь отправляем в духовку на 20-30 минут. Так, теперь будем делать мясные стошки с начинкой. Здесь также я подготовила фарш, на килограмм фарша, опять же 2 столовые ложки сухарей, соль, перец по вкусу, 1 яйцо. Перемешиваем фарш хорошо, взбиваем его. Для начинки нам понадобится яйцо, картофель и лук. Яйцо сперва изначально отварили и потом натираем на терке. Также и картофель натираем на терке, лук обжариваем мелкими кубиками в растительном масле. Теперь будем формировать стошки. Теперь я растения. Сейчас, подожди. Так, что? Рулет готов. Ага. Я просто забыла сказать, сперва убираем фольгу и потом еще 10 минут без фольги ставится в Чтобы духовке. зажаривалось. Да, вот рулет с омлетом. На вкус пока не знаю, это что-то новое. Так, и вот мясные корзинки готовы. Они это с картошкой, которые? Нет, Нет, да? и рецепты я сделала, пока тебя дома не А было. это надо уже еще готовить, да? Нет, это готовые уже люляшки. В смысле, пожаренные, что ли? Да. А почему они такие розовые? Специально мариновала в этом, М-м. чтобы сочнее было. Все. Теперь будем делать стошки. Так, это что у тебя? Меня не было, Танзила снимала сама твои стошки, Я что-то очень еще. плохо умею снимать. Я сейчас только приехала. Это что? Показала им фарш, что там должно быть. Ну, фарш я как Только делаю. говори громче, потому что мне жалуются, что меня не слышно, насколько я Ну, громко говорю, а ты фарш. вообще там шепчешь. Я им объяснила, как фарш надо делать. Ну, как кручу, вот это вот я не стала показывать. Но я сказала. Ну ладно, ну в следующий раз приедешь, Да, покажешь. еще раз Короче, повторю. друзья, Килограмм фарша, 1 лук, 2 столовые ложки панировочной сухари. Я хлеб не добавляю, здесь сухари добавляю. Фарш. Да, 1 яйцо. Фарш хорошо перемешиваем, взбиваем. Начинка. Вареное яйцо на терке, лук обжарен на растительном масле мелкими кубиками и картошка на терке, сырая уже. Кладем, делаем вот такие вот лепешечки, как на мясо по-французски, да, котлетки. Туда кладем лук обжаренный, яйцо вареное натертое на терке, картошка сырая на терке, майонез и сыр сверху. И все. А Также что? можно и замораживать, не в готовом виде. А картошка какая будет, если заморозить? Сохраняется. Да? Да. Ну, ладно. Сейчас мы будем готовить фунчозу. Давно ее хотела готовить. Я все подготовлю, потом Так, покажу. друзья, салат из фунчозы Да. ты будешь делать. Ага. Это двоюродный брат моего мужа, двоюродная сестра моего мужа. Это самая старшая. Сестра моего мужа, заловка, короче говоря. Ну, вы их уже почти знаете. Это тоже мои заловки. Это жена двоюродного брата моего мужа. Двоюродная сестра моего мужа. Это двоюродный брат моего мужа. Это женится его внук сегодня, представляете? Снимать можно? Слева, а сперва Завинаем.
Hadi.